Российские путешественники установили рекорд, проехав до самой северной континентальной точки Чукотки на легковых машинах. Про путь экспедиционной группы РГО «Экспо» в сюжете Юрия Осипова. На путь до Чукотки и обратно ушло чуть больше месяца. Интересен не только маршрут путешественников, но и их транспорт. Участники экспедиции проехали около 12,5 тысяч километров из Иркутска до самой северной континентальной точки Чукотки на обычных легковых машинах. Для экспедиционной группы РГО «Экспо» это далеко не первая подобная поездка. Богдан Булычев со своей командой уже в 4-й раз проезжает по просторам Якутии. Что касаемо Якутии, это мой один из самых любимых регионов, поэтому часто, когда я делаю и прорабатываю именно маршруты, то я стараюсь именно включить этот регион в наши экспедиции. Вот. Плюс огромное количество зимников, временных дорог, которые у вас есть. Это самое большое количество зимников на территории России. Безусловно, просто не оставляет нас равнодушными. И пройти мимо этого мы не можем. То есть здесь можно выбирать любой маршрут. Экспедиции не могли проехать мимо этого родничка, так как это еще моя родная земля, то в первую очередь нужно попить водички и умыться. Настоящая, колымская. Красота! Красота! Но после этого можно абсолютно с спокойной душой ехать дальше. Доехав до самой северной континентальной точки Чукотки, мыса Шилакского, на легковых машинах команда РГО «Экспо» установила рекорд. Сейчас осталось лишь его зарегистрировать. Понимали, что если мы туда доезжаем, то рекорд будет, поэтому мы уже готовились к нему, производили всю нужную фото-видеофиксацию, писали треки, то есть все, что нужно для доказательной базы, мы собрали и сделали. По приезду сразу подадим на регистрацию рекорда, поэтому да, мы знали, что мы туда едем и как бы надеялись на то, что мы его сделаем, мы его и сделали. Путешественники начали свой путь из Иркутска. Их дорога пролегала через Байкал, БАМ, далее Южная Якутия, федеральная трасса Лена, Якутск, федеральная автодорога Колыма, Зимник Арктика и, собственно, Чукотка. За время путешествия наши герои набрали колоссальное количество видеоматериала. Полностью заполнили 2-терабайтный жесткий диск. Но даже так невозможно уместить все впечатления. Много в Якутии, в Магаданской области вот таких мест, называется Сырге, Коновязь, где местные жители подают подношения местным духам. Тоже, смотрите, якутские лошади ехали по зимнику и встретили этих красавцев. Очень красивые лошади, а вот сам вожак, самый главный здесь. Наряду с опытными членами команды был и новичок. Евгений впервые принял участие в подобном путешествии и на себе испытал все его тяготы. Очень тяжело было психологически, на самом деле, преодолеть этот барьер, когда ты ночуешь в машине, постоянно тебе хочется помыться в нормальных условиях, где-то поваляться, полежать, отдохнуть. После постоянной вот этой тряски, когда ты едешь по зимнику, дорога на самом деле ужасная. Вот, и, ну, в принципе, мы доехали, вот, все хорошо, как бы получилось. Уже в начале следующего года наши герои планируют очередное путешествие, маршрут которого также затронет Якутию. Крупная международная экспедиция, во время которой они намерены установить 2 рекорда Гиннесса. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. 1504 километра по прямой. Вот туда.